Вот я бы с удовольствием вот эту квартиру бы отдал тому начальнику, кто затеял ремонт, а пусть он свою квартиру мне отдаст, так пусть он сюда въезжает. Валентин Лопатин живет в 111-м доме по Рихарда Зорге. Последний дождь осени обнажил проблемы капремонта. Отремонтировать крышу здесь должны были еще в сентябре. Завтра зима, рабочих нет, с крыши течет. Или инсульт у меня, или инфаркт случится. Я больной человек, и жена вот такая же, так? И что будет? Кто будет за это отвечать? Сволочи. От затянувшегося ремонта сдают нервы. Потолки в пятнах, обои изуродованы. Обои все отваливаются. Вот эти вот обои только держатся за счет того, что вот эта труба. Видите, все отвалилось. В соседней квартире картина не лучше. Ведра и тряпки здесь – часть интерьера. Где даже не тепло, начало уже течь. Крышу вроде сделают, а никак ничего до ума не доведут. В многоквартирном доме по адресу Зорге 111 настоящий потоп. Мы видим, как по трубам течет вода, а на полу уже образовались настоящие лужи. Здесь даже кто-то специально приготовил тряпку, чтобы протирать коридор. Похоже, что ситуация в этом доме настолько критическая, что в соседнем подъезде наша съемочная группа встретила заместителя руководителя исполкома города. По его словам, ущерб жителям возместят. В таких ситуациях жители сообщают в управляющую организацию, управляющую компанию, проводится оценка причиненного ущерба, и подрядная организация за счет страховки возмещает жителям ущерб. Там, как договорятся, кому-то надо, чтобы сделали ремонт непосредственно, кто сам не может сделать, кому-то возмещение деньгами. А это уже хрущевка на Комарова 10. Здесь затопило сразу 3 этажа. 5-й, 4-й, где мы сейчас находимся, и даже 3-й. В воздухе стоит запах сырости. О проблемах здесь в управляющей компании не слышали. Именно по этому дому пока заявок не было. Директора нет на месте. Он сейчас на объезде территории, потому что вот если показать вам открытую Казань, у нас все красное, потому что заявки аварийные. Происходят протечки последних этажей из-за того, что домам пора уже проводить капитальный ремонт. Либо в домах был уже проведен капитальный ремонт и некачественно. Подрядчик после того, как выполнил работу, несет ответственность в течение 5 лет на любой элемент капитального ремонта. Но на Комарова 10 капремонт был в 2015 году, так что возмещать ущерб жителям попросту уже некому. А это уже Кировский район, Светлая 24. По информации на баннере, здесь ремонт должны были завершить в ноябре 2021 года, то есть уже сегодня. Но крыши здесь фактически нет. Сегодня с утра начал у нас топить зал, то есть кухню начал топить. До этого к соседям заходил, соседи там вообще. Сегодня уже у них потекло в ванной. Они там полтазика воды сегодня набрали. Сегодня, да, с 5 утра вот я на ногах. Не знаю, когда это закончится. Не знают и в исполкоме, но обещают, что скоро. Мы в первую очередь сейчас должны закрыть эти крыши, сделать как можно быстрее так, чтобы эти крыши не протекали. Для этого мы, как технический заказчик, привлекали еще дополнительных людей, где-то просим содействия управляющих организаций. Еще раз, конечно, хочу принести извинения, в первую очередь, за тех подрядчиков, которые допустили срыв срока. От дождей пострадали сегодня и челнинцы. В 26-м комплексе, в 18-м доме, жители не могли выйти в подъезд. С 4-го этажа водопадом уже текла вода. 1-й этаж, 2-й этаж, вообще у нас уже водой было заполнено. Все это стекало в подвал. Жители этого дома настаивают на капремонте уже несколько лет, но в программу так и не попали. Тагир Валиди, Олег Мыльников, Вадим Илларионов, Ленар Бекмухаметов. ТНВ, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.